Тем временем в Якутске начались археологические раскопки на проспекте Ленина. Напомним, во время ремонта дороги найдены фрагменты человеческих костей. На участке центральной улицы обнаружено старинное захоронение, по меньшей мере 3 гроба с человеческими костями. О том, как планируют работать археологи, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Он находится на месте и общается с учеными. Дима, здравствуй, передаю тебе слово. Коллеги, добрый день. Ну, сейчас мы находимся внутри палатки, которую здесь расположили у нас специалисты научно-исследовательского центра Республики Саха-Якутия. Вы здесь можете посмотреть, как сегодня ведутся археологические работы. Это у нас, получается, студенты и молодые сотрудники именно этого научно-исследовательского центра, которые сегодня помогают здесь провести археологические работы. Ну, а более подробно, какие же здесь захоронения и чьи это могут быть останки, нам расскажет руководитель группы Елена Соловьева. Елена, здравствуйте. Расскажите вообще, вот какие у нас, чьи это могут быть останки и почему они здесь появились сегодня? Ну, они появились здесь не сегодня, скажем так. Они появились здесь, по нашим предположениям, где-то в первой половине 18 века. И связаны они, скорее всего, с некрополем, или, как называют, погостом Тихвинской церкви, которая расположена была на углу улиц Петровского и улицы Большая. Ну, а чьи это могут быть останки и вообще вот что говорят исторические факты и так далее? Ну, во-первых, исторические факты говорят о том, что вообще в традиции, христианской традиции было хоронить прихожан церкви, ну, около храма. Поэтому здесь лежат, ну, горожане, которые проживали в городе Якутске в 18 веке. Но это, опять же, это, говорю, это пока предположение, да? Вот, прихожане вот этой Тихвинской церкви. А сегодня здесь, вот захоронение и вообще как будут вестись работы? Ну, как видите, мы для себя выявили несколько погребений, которые проявились уже на поверхности, да. Мы примерно видим их контур, поэтому мы сейчас вот их оставляем как бы такими ступенечками, а вокруг оконтуриваем, грунт изымаем. И так как он, скорее всего, стерильный, этот грунт, мы это видим вот в процессе раскопок, поэтому наша задача его сейчас просто технически снять, вытащить. И согласно методике мы должны дойти до уровня дна гробовины, оконтурить, зачистить гробы и только потом приступить к разборке самих погребений. Ну и немножко расскажите о ваших коллегах, кто вам сегодня помогает и вообще насколько у них опыт и так далее. Ага. Ну, сегодня помогает, во-первых, сегодня вот мой друг присутствует здесь, мой коллега, с которым мы работаем уже много лет. Вот, Александр Дмитриевич, покажитесь. Мы уже много лет работаем, начинали работать в Якутском госуниверситете, еще совсем будучи молодыми. Это он всегда мне помогает, приходит на помощь. Ну, а основная, конечно, нагрузка легла на плечи наших студентов исторического факультета. Здесь разные курсы. Это ребята, которые входят в состав археологического отряда «Дерин», который был организован в 2019 году и уже поработал с нами и на раскопках неолитических памятников, и на раскопках вот более поздних памятников. Тоже в прошлом году они работали с нами на раскопках на улице Ярославского, 31, на месте строительства здания арбитражного суда республики. Спасибо. Ну а мы на этом завершаем. Более подробно мы будем рассказывать в вечерних сюжетах наших новостей. Коллеги.